Мы с вами находимся в лаборатории Art and Science Space. Это такое удивительное место, первый в России и пока единственный центр, который соединяет искусство и науку. Мы открылись 5 лет назад, и вот на прошлой неделе отметили наше 5-летие выставкой «Фронтир». «Фронтир» — это граница между освоенными и неосвоенными территориями. Science Art — это не только технологическое искусство, это искусство, которое прежде всего обсуждает, выносит на обсуждение зрителю самые актуальные, самые важные, иногда даже критические и проблемные научные исследования. Например, здесь у меня за спиной работа «Лица запаха» екатеринбургской группы «Куда бегут собаки». Это установка, удивительная установка, которая может создать ваш портрет, но не портрет вашей внешности, а портрет вашего запаха. Здесь вы видите трубки, нужно подойти к ним вплотную, оставаться неподвижно 30 секунд, и тогда молекулы воздуха захватываются, переходят вот в специальную камеру, такая прозрачная камера, в ней более 20 совершенно разных газоанализаторов. Вот именно они обрабатывают молекулы запаха и передают уже данные в компьютер, а дальше подбирается фоторобот. Очень важно, что Science Art он является и искусством, и наукой одновременно. А может быть даже и наоборот, и не искусством, и не наукой. Да? Что это что-то такое, выходящее за рамки себя. Science Art — это такое очень сложное искусство. И не только потому, что здесь художники используют технологии как свой визуальный язык. Для того, чтобы создать такое произведение, очень часто нужно сотрудничать с ученым. Результаты самого вот этого взаимодействия, научно-художественного взаимодействия не всегда можно увидеть сразу. Это такое невидимое искусство. Но можно сказать, что вот иногда эти моменты взаимопонимания и коммуникации художника и ученого, и идеи, которые у них возникают, они часто даже важнее самого объекта.